Вот несколько клиночков отковали. Кончики сейчас буду обламывать у всех. Значит, для чего я это делаю? Этот кончик самое узкое место, тонкое. Сложно избежать перегрева. Поэтому перегретый кончик металла, он хрупкий будет. Заодно вот когда отламываю, я проверяю на прочность как бы, какой он. И потом смотрю еще под микроскопом зерно, какое получилось. И от этого качество клинка оценивается. То есть чем крупнее зерно, тем он будет хуже клинок. Вот это вот я то, что обломал, это как бы тыка будет небольшая такая, потом покажу, какие планы у нее. Вот это вот, ну, бадаи, правильно, наверное, называется. Тут длина большая будет, больше 20 сантиметров. Вот для чего он, оленеводы такие вот в основном любят, длинные и узкие. Значит, я, не то что оленеводы, а вообще вот считаю, чем уже клинок, тем севернее это дело происходит. Почему? Чем объясняется, что на севере шкура толще, жира слой больше. Я буду обламывать и рассказывать. Вот видите примерно, да, какое усилие? Так, Кирилл, ты вот сбоку что-то вот так. Вот оно примерно. Теперь вот подальше отходи, всем крупным планом покажи вот так вот. Ну, вот у некоторых даже гнется бывает кончик. Вот этот вот будет больше, так мне нравится. Ну вот отломал. Ну это еще мельче зерно. Этот подостойный клиночек будет. Ну дальше пошли вот такие вот пошире ножи. Это уже как центральная южная Якутия. Там больше вот коневодство основное занятие. Климат потеплее, получше. Хотя в Якутске там климат тоже ой-ой-ой. Вот почему-то там вот коневоды в основном это не держат такие пошире ножи. Широким ножом резать удобно, потому что узкий угол заточки. Меньше угол заточки, то есть. Вот. Пока не хочет. Тиски покажи, как они шевелятся. Ну, то есть тут кончик уже такой достойный. Я даже не знаю, может его и не ломать. Он, чем острее, тем лучше будет, как глубина. Для добора лучше. Вот этим ножом добирать хорошо, наверное. Про этот вот, про большой еще хотел рассказать. Вот у меня, вот, который обломили. Подобный нож достался фермеру. Этот фермер им только голову у коров отрезает от быков. И больше никуда его не применяет, никому в руки не дает. Он просто вот, короче, всю жизнь срезал. Вот первый нож ему попался такой, что он первый раз чуть не провалился туда, когда вот он обычно вот втыкает и режет потом. В общем так. Это вот поменьше такой будет уже. Такой стандартный, это где-то 15, может 14, наверное, точно будет. Не знаю, посмотрим, как кончика помыть. Тоже такой вот вариант южно-центральная Якутия. Чем севернее, тем уже клинки и длиннее. Ну, вот тоже такой вот, в принципе. Уже думаю, может оставить. Лучше, конечно, отломать. Ну, вот видно, да, какое усилие, и он не ломается, не хочет. Я его оставлю. Удачно закалил, значит, не перегретый кончик. И дальше пошли такие вот узкие, маленькие, стандартные. Тут на Колыме подобные у нас были. Такой вот где-то. Вот самый такой нормальный, оптимальный вариант, универсальный. Он и легче, чем широкий. И угол я тут делаю обычно. Ну, чуть потоньше по обуху делаю, чем. Ну, тут миллиметров 5, наверное, будет все равно. Давайте его попробуем. Ну, вот, что интересно еще, вот кончик, когда обломаешь, он потом уже вроде как не ломается. Вот это тоже вот такое вот усилие я прилагаю. Покажи вот сбоку, вот, как шевелится. Вот. Это вообще будет шикарно. Вот он погнулся. С таким вот усилием, что где-то под 45 градусов, наверное, отклонил. В общем, вот этот вот я к себе взял. Я люблю такие, которые вот с большим усилием, но гнутся, не ломаются. Значит, он точно не сломается. Тоже вот тундровый, чуть поменьше. Им удобно вот дырки ковырять, между косточками проходить удобно. Ну вот сломался. Тонкий кончик был, перегрелся. Ну вот в самом конце и уже дальше гнется. То есть тоже так вот. Ну вот, тоже соскочило прям. Вот вообще не ломается. И не гнется, не ломается. Клиночек такой вот.
Ну и последний. Тоже вот в принципе. Ну такое зачем уже? Отлично. Все, я доволен результатом. В общем, всего доброго, до свидания.